другие нападают, оказывается. Одни больше, абхазцы меньше. Здесь даже мы спорим между собой. Вот здесь врагов нету, это все абсачо и глупо, брат. Ну просто то, как проводится вопрос непопулярный в народе. Если в семье один брат не согласен, он должен другого хотя бы спросить, почему так, и сесть поговорить. Что мы и пытаемся сделать уже 1,5 года. Я напомню, это все процесс начался не сегодня, перед неожиданно возникшей сессией завтра. Как будто что-то скрыть хотят, почему таким образом назначена дата сессии. Нас это возмутило, поэтому мы здесь. Процесс идет уже больше 1,5 лет. Пицунда, шахоз так нормально не сели, не обговорили. С упорством, завидным упорством, не знаю, с чем сравнить недавние истории, этот человек проталкивает, или сторонник, или как хотим назовем, это непопулярное решение. Решение, которое, оказывается, должно стать камнем преткновения в наших международных отношениях. Когда вообще до абсурда мы доспорились и договорились. Сами создаем проблему там, где ее нет. Не знаю, кто это делает, зачем это делать, ко всем обращаюсь и к ребятам здесь в погонах стоящих, выполняющих свой служебный долг. К людям, стоящим на этой стороне, выполняющим свой гражданский долг, не согласные, не побоявшиеся, вставшие с теплых диванов и решивших, что надо здесь нужнее быть, на защите интересов своей страны. Поэтому мы в этом плане, все мы защитники чего-то общего, хочу до всех нас донести в первую очередь. Сегодня пицунский вопрос, непопулярный, прошел. Допустим, очень сильно в кавычки беру это слово. Сама форма проведения этого вопроса, не прислушиваясь, не уважая мнения своей какой-то части населения, завтра, люди, откройте уши, завтра пойдет вопрос продажи энергетики, введения апартаментов в самом отвратительном виде, изменится демографическая ситуация. Все, кто против слов, которые я сейчас говорю, а через 5 лет мы с вами встретимся, если это будет правда, что мы друг другу скажем? Не ради укора говорю, мы просто через 5 лет можем ничего не изменить, друзья мои, братья мои. А если есть малейший риск потери тех позиций, на которых мы с вами в результате многолетней борьбы наших старших, наших отцов доползли сюда, если есть малейший риск, можем ли мы просто сидеть молча и дать этой угрозе свершиться? Сейчас эмоционально говорю, но, видимо, логических аргументов наших слышать не хотят, прислушаться друг к другу не хотим. Будем так говорить. Сегодня здесь мы стоим, вопрос, вот у всех, что мы тут будем делать. Мы объявили бессрочную акцию мирную протеста. Мы объявляем пикет, никуда, то есть мы отсюда не уйдем. Мы будем требовать от этого парламента, от этого состава депутатского, перенести эту завтрашнюю сессию, снять с рассмотрения вообще этот вопрос, вызывающий столько противоречий. Мы здесь немножко подискутировали вот с ребятами. Еще раз повторю то, что вчера мы им говорили.